Эти растения, похожие на фантастические яркие кристаллы и камни, поражают разнообразием форм. Завораживающая коллекция суккулентов Заремы Танкос удивит не только любителей, но и искушенных цветоводов. В небольшой теплице провизор по образованию, но цветовод в душе, Зарема Ханым вырастила около 700 растений. Занимаюсь я этим более 3 лет. Случайно наткнулась на картинку в интернете красивых горшочков, мини-садиков. Поначалу я думала, что это все искусственные цветы, и я начала искать здесь уже коллекционеров, у кого я могла бы что-то найти. Суккулент с латыни означает «сочный», суккулентум, «сочный». Это название они приобрели, потому что в тканях растений содержится очень много влаги. За счет этой влаги растение питается и может буквально несколько месяцев находиться без влаги. Привычная среда обитания суккулентов – жаркие уголки нашей планеты с засушливым климатом. Чаще встречаются в пустынях и полупустынях Южной Африки, а также в степях и сухих горных районах Южной Америки. В оранжерее Заремы Ханым собраны редкие виды растений. Здесь мирно соседствуют и радуют глаз агава, каланхоя и толстянковые. Любительница суккулентов всегда в поиске новых причудливых экземпляров. Многие из них привезены из Кореи. Зарема Ханым, наверняка у вас в вашей вот этой уникальной коллекции есть любимцы, правильно? Есть. Покажите и расскажите нам о них. Это компактные хиверии. И люблю их за то, что они не тянутся, они пухлые и они окрашиваются в красивые оттенки. Самый любимый мой – это хиверия Pine Rose. Среди моей коллекции большая часть, конечно, занимает это эхиверии, относятся к семейству толстянковых. Также есть красулы, есть хавортии и есть еще дромискусы, небольшое количество. Могут 2-3 месяца абсолютно не поливаться. Они стрессоустойчивые, и в этот период перепады температур дают красивую окраску растениям. Эти растения нельзя трогать. У них восковый налет очень плотный. Если это растение тронешь, остается некрасивый вот такой вот пятно. Есть растения, например, с курункулами, да? Есть варигатные растения, есть растения с иголочками, есть с гладенькими листьями, есть монструозные листики. Среди этого множества растений есть и бесхлорофильные растения, и они отличаются от всех остальных яркой окраской. То есть растение имеет белые участки. И это большое такое разнообразие этих растений, оно просто удивляет. И хочется собрать все больше и больше видов. Прежде чем приобрести новинку, Зарема Ханым изучает особенности и уход за ней. Порой нужно 2-3 года, чтобы листик превратился во взрослое растение. Выращивать красивые, здоровые экзоты, радоваться каждому новому отростку – вот счастье коллекционера этой необычной флоры. Растение было срезано неделю назад. Срез уже подсох и готов к посадке. На дно горшочка обязательно дренаж. Почва должна быть воздуха и водопроницаемая. Растение просто втыкаем в почву и сверху посыпаем камешками. Это для того, чтобы грунт не пачкал растение после полива. Набраться терпения, и через год-два растение покажет вам самые свои красивые сортовые признаки. Выращивание суккулентов для Заремы Танкос – это не просто хобби. Она признается в своей необычной оранжерее, она отдыхает душой и получает заряд положительных эмоций. Растения, выращенные мною, придают мне особую радость и восхищают своей красотой.